Исполнилось 60 лет известному чувашскому композитору Андрею Галкину. Юбилейный творческий вечер заслуженного деятеля искусств Чувашии состоялся в Театре кукол. Кажется, что в музыке сегодня сказано абсолютно все и в самой разной стилистике. Композиторы занимаются поиском собственного языка и поэтому много экспериментируют. Нельзя сказать, что Андрей Галкин в стороне от этой общей тенденции. Однако для него всегда важно было социальное значение творчества, для чего необходимо то или иное сочинение. Галкин работает в самых разных жанрах. Всем известны его песни, инструментальные сочинения и произведения для симфонического оркестра. Он писал музыку для всех драматических театров Чувашии. После окончания Нижегородской консерватории работал в ТЮЗе, затем в Чувашской филармонии руководил вокально-инструментальным ансамблем «Сеспель». Его песни и аранжировки для артистов чувашской эстрады отличались оригинальностью. Что касается приоритетов и эстетики, то в основе его творчества всегда была мировая классика. Красоты не хватает. Простоты, но, как говорил Виктор Александрович, простота не хуже воровства, чтобы была, а вот именно простота в большом, широком смысле слова должна быть. Когда эти произведения останутся на века. Коллеги, деятели искусства республики говорили о юбиляре только в превосходной степени, и все отмечали его бесконечное трудолюбие. За годы работы в кукольном театре он создал музыку к 80 спектаклям. Его спектакли видели не только здесь, не только в российских городах, но и за рубежом звучали его песни, его музыка. И здесь надо еще отметить то, что Андрей Петрович очень добропорядочный человек. В последние годы Андрею Галкину посчастливилось воплотить давние замыслы в больших, серьезных жанрах. Премьера его балета «Аттила» в Театре оперы и балета транслировалась в интернете. Совсем недавно на этой же сцене с большим успехом поставлен еще один балет «Дорога лебедей». Произведения для симфонического оркестра звучат в самых престижных концертных залах. На самом деле хотел составить такую музыку, чтобы люди слушали, восторгались, восхищались, и чтобы эта музыка запомнилась им. Чтобы когда человек выходил из зрительного зала, он что-то напевал, что-то вот это, как раньше было при России. Выступало столько артистов, что в суете забыли послушать самого композитора. И лишь в завершении творческого вечера Андрей Галкин скромно сел за фортепиано и сыграл одну из новых пьес. «Вести Чувашии», Александр Осипов, Михаил Солин.